Ребятки, я рада приветствовать вас в этот солнечный весенний день. А кто скажет, какой сегодня праздник отмечает вся страна? День космонавтики. Правильно, День космонавтики. И я предлагаю вам сегодня вместе со мной отправиться в космос, увидеть все то, что видят космонавты, и узнать, что же находится там, за облаками нашей любимой планеты. Вы готовы со мной отправиться в космос? Тогда займем свои места в нашей ракете. Внимание на экран. Чтобы запустить ракету в космос, нужно дать ей команду. Дать обратный отсчет. Готовы? Внимание на экран. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! Взвилась ракета в небеса, и в тот же миг умчалась. Лишь в синем небе полоса белеть, как снег, осталась. Вот мы с вами, ребята, в просторах космоса. Смотрите, как вертится наша Земля. Земля – одна из планет Солнечной системы. Солнечная система – это объединение планет и их спутников, вращающихся вокруг звезды Солнца. Планет всего 9, и все они разные. В глубокой космической мерзлоте на границе Солнечной системы движутся наши планеты из-за льда, пыли и камней. У всех планет есть спутники. У Земли это Луна. Луна – единственный естественный спутник Земли. Как Земля вращается вокруг Солнца, так Луна вращается вокруг Земли. Солнце – это такая же звезда, как многие другие звезды, которые вы видите на темном небе ночью. Энергия Солнца определяет погоду на Земле, а солнечное тепло вызывает ветер и дождь. Солнце является центром нашей Солнечной системы. Солнце полностью состоит из водорода, а межпланетное пространство тоже из него. Водородом наполняли летательные аппараты, дирижаблы, потому что водород в 14 раз легче, чем воздух. Сейчас посмотрите, видите, дирижабль отправляется в полет. Вот, какой он легкий и может летать. Ребятки, а давайте и мы с вами попробуем наполнить воздушный шар воздухом. Хотите попробовать? Да. Давайте посмотрим. Посмотрите, сейчас я одену воздушный шарик на горлышко бутылочки, и мы наполним его воздухом. Интересно? Да. Вот наполняется. Посмотрите, как шарик у нас воздухом. А в празднике, ребятки, вы знаете, наполняют шарики гелием, которые легко взлетают к небу, так же, как наши звезды летают высоко. Смотрите. Нравится? Вот мы наполнили его воздухом. А если бы мы его наполнили гелием, то у нас бы он улетел высоко в небеса. Ребятки, а вам интересно узнать, как образуются звезды? Да. Вот прежде чем мы с вами отправимся в наше путешествие дальше, мы с вами немножко отдохнем. Ребята, чударики приглашают вас поиграть в веселую игру. Нужно вместе с нами повторять движение. Готовы? Смотрите, в небе самолет, а в самолете тот пилот штурвалом ловко управляет и между облаков летает. Под самолетом то гора, то лес дремучий, то нора, то в небо девица народ, то зайцы водят хоровод. Хорошо, а теперь наша песенка будет быстрее. Смотрите, в небе самолет, а в самолете там пилот штурвалом ловко управляет и между облаков летает. Под самолетом то гора, то лес дремучий, то нора, то в небо девица
только еще быстрее. Смотрите, в небе самолет, а в самолете там пилот штурвалом ловко управляет и между облаков летает. Под самолетом то гора, то лес дремучий, то нора, то в небо дивится народ, то зайцы водят хоровод. И еще быстрее! Смотрите, в небе самолет, а в самолете там пилот штурвалом ловко управляет и между облаков летает. Под самолетом то гора, то лес дремучий, то нора, то в небо дивится народ, то зайцы водят хоровод. А теперь совсем быстро! Смотрите, в небе самолет, а в самолете там пилот штурвалом ловко управляет и между облаков летает. Под самолетом то гора, то лес дремучий, то нора, то в небо дивится народ, то зайцы водят хоровод. Ребятки, внимание! Как я уже сказала, звезды образуются, посмотрите, в облаках. Эти такие огромные облака астрономы называют туманностью. Туманность является своего рода яслями во Вселенной. Именно там рождается будущая звездочка. Когда облака начинают сжиматься, они становятся горячими. Чем плотнее облако становится, тем горячее оно становится. И когда в конце концов облачко становится достаточно плотным, посмотрите, достаточно горячим, чтобы зажечь свое водородное топливо и начать свою жизнь как звезда. И когда это происходит, ультрафиолетовое излучение стреляет в небо, как лазерный луч. И наша туманность светится, как новогодняя елка. Туманность бывает разная, цветная, красивая. А давайте мы с вами тоже попробуем создать туманность. Сначала я вам покажу, а потом вы сами попробуйте. Ведь туманность, звездочки, так же, как и снежинки, все разные, не похожие друг на друга. Поэтому у каждого у вас появится своя туманность. Для этого мне понадобятся краски. Смотрите, пипеточкой я беру краску и капаю немножко. Маленькие капельки капаю, ребятки, много не беру. Видите, капнула и убрала. Желтая, синяя, красная краска, зеленая, разная. Посмотрите, а вот сейчас будет небольшой такой фокус. Нужно ватную палочку макнуть в средство. Посмотрите. Не разлетелось так, как хотелось бы. Посмотрите. Красиво получается? Видите? Чтобы создать еще рисунок, я могу повернуть палочку и по-другому порисовать. Только не нужно мешать краски. Нужно пробовать их в разные стороны. Посмотрите, как рисунок расползается. И вот своя звездочка, будущее у меня рождается. Посмотрите, у меня тоже будет своя звездочка. Интересно? Да. Вам хочется самим попробовать? Хотите попробовать тоже? И садитесь на любое вам понравившееся место. Выбирайте, какого цвета вы будете себе капать. Давайте, попробуйте сами капать. Попробуйте. Возвращаться в детский сад. А чтобы вернуться обратно, нужно запустить нашу ракету и полететь обратно в детский сад. Готовы дать отчет? Да. Давайте начнем. 5, 4, 3, 2, 1, пуск!
два, три, четыре, пять. Мы летим к земле опять. Вот мы с вами, ребята, и вернулись снова в детский сад. Понравилось вам наше путешествие? Да. Теперь вы многое знаете о космосе и можете рассказать. А на память о нашем путешествии я предлагаю вам сделать свой космос в банке, который будет храниться у вас в группе. А как это я сделаю? Смотрите. Для этого мне понадобится вата. Я наполняю нашу баночку ватой. Вот. Немножко налью средства. Так. В космосе мы видели много звезд. Запустим звездочки? Запустим нам звездочки. Нальем водички. Вот сколько бы. Пока достаточно. Вы видели, наша Земля синяя, зеленая, такая красивая, да? Я добавлю немного синей краски, чтобы наша тоже планета Земля была красивая. Помешаю. Красиво получается? Вот. Теперь я еще положу ватки. Вот. Еще средства добавляем. Воды. Наша Земля состоит в основном из воды. Добавим блески, наши звездочки и красной краски. Помешаем. Еще водички добавим, да? Еще добавим воды? Да. Вот. Похоже на нашу планету Земля? Да. Какая красивая, цветная. Вот этот космос банки я дарю вам в группу. Вы будете смотреть и любоваться, и вспоминать о нашем сегодняшнем путешествии. Ребята, я знаю, что у вас в группе проходил конкурс «Космическая мастерская», где вы приняли активное участие, и ваши работы нам очень понравились. Вот они до сих пор стоят перед нами, мы все любуемся. И за ваши работы мы хотим вручить вам грамоты. Награждается грамотой Айрат, победитель конкурса «Космическая мастерская» в номинации «Космическая ракета». Похлопаем, ребятки, ему. Молодец, Айрат. Награждается грамотой Чернова Мария, номинация «Загадочный космос». Молодец, Машенька. Мифтафуддинова Камила в номинации «Загадочный космос». Молодец, Майя. Школьникова Виолетта в номинации «Необычный космический кроссворд». Михайлова Дениса «Загадочный космос» номинации. Васильевой Ксюши номинация «Смелый космонавт». Награждается Бабаев Тимур. Номинация «Космическое путешествие». Награждается Ильшат. Номинация «Покоритель космоса». Награждается Мифтяев Дамир в номинации «Покоритель космоса». Молодец! Ребята, в нашем детском саду сегодня мы провели открытые занятия с элементами эксперимента. И если вы что-то интересное для себя увидели, попробуйте дома, сделайте свой космос.